Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Тува-24. В студии Чейна Шачор. И сегодня в выпуске. Тувинское правительство подписало соглашение о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк России». Подвели итоги республиканского конкурса «Библиотека года». Единовременные денежные выплаты детям мобилизованных граждан в размере 5000 рублей уже поступили на счета получателей. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики. Всего выплаты получили 345 семей, в которых 649 детей до 18 лет. 3 миллиона 245 тысяч рублей перечислены на данное время. И еще, естественно, поступает заявление, и они находятся в обработке. У кого Сбербанк, если Сбербанк, то они на сегодняшний день поступают счета. Россельхозбанк, Росбанк, немножко 2-3 дня у них работа идет. И если не поступили деньги, беспокоиться и переживать об этом не стоит, потому что обработка, проверка на казначействе обязательно проходит. Поэтому беспокоиться, я думаю, смысла нет. Семьи мобилизованных граждан, которые не успели подать заявление о получении единовременных выплат на детей, могут обращаться в социальные службы муниципалитетов. Глава Тувы и экономический блок правительства республики провели встречу с представителями публичного акционерного общества «Сбербанк», на которой обсудили ряд вопросов о сотрудничестве. Подробности у Сайгына Бюрбы. В ходе деловой встречи правительства Тувы и ПАО «Сбербанк России» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны отразили в документе намерение сотрудничать сразу по нескольким направлениям. На первом месте строительные проекты. Наш регион, доходы людей такие большие, поэтому нам крайне важно, чтобы люди могли приобретать жилье, в том числе, конечно, привлекая, ипотечные кредиты, цена квадратных метров, тем ниже, тем лучше. Поэтому тем больше предложений, поэтому мы очень заинтересованы в этом направлении. На сегодняшний день в регионе строится более 8000 квадратных метров жилья за счет средств банка. С начала года Сбербанком выдано 1399 ипотечных кредитов. Мы готовы поддерживать. Сбербанк дает еще аккредитации на ипотеку, то есть как только дом начинает строиться, учитывая нашу долю по ипотеке, последним мы провели цифру 79% всех кредитов ипотечных. Поэтому наша задача, как только начинается строительство жилья, быстро дать аккредитацию, чтобы жители могли брать ипотечные кредиты. Председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев выразил благодарность руководству республики за открытость и готовность к внедрению современных решений. У нас доля ипотечного кредитования на первичное жилье сейчас стала расти в республике Тува, если она раньше составляла 9%. То есть вся ипотека, если возьмем 100%, 90% это было вторичное, 9-10% это было первичное жилье. Сейчас первичное жилье уже 20%. В заключении встречи представители обеих сторон отметили, что совместная работа позволит совершить качественный скачок на развитие региона. Сбер, как одна из ведущих технологических компаний в России, накопил уже достаточный опыт в сфере цифровизации и с удовольствием готов делиться своей экспертизой с партнерами. Сайгын Бюрбю, Мирана Иргит, Тува-24. Сегодня в Кызыле подвели итоги республиканского конкурса «Библиотека года-2022». Мероприятие приурочили к Международному дню школьных библиотек. Книгохранилище вечности и наследие какой школы стало лучшей, расскажет Айра Сад. Те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Авторство этой известной цитаты приписывает французская писательница Фелиции Жанлис. Когда человек читает книгу, он вникает в смысл написанного и дает волю фантазии. Создаются образы героев, их внешность, рисуется картина местности, в которой происходит действие. В образовательном процессе школьные библиотекари играют важную роль. Наша школьная библиотека оснащена очень редкими книгами, которые были подарены нашими выпускниками, нашими родителями. И в этом году у нас в начальной школе оснащена 100% обеспечена учебниками. В основном у нас приходят в начальной школе каждый день посещают библиотеку. Также 5-6 классы очень много читают. И по учебной литературе.
Каждая книга пахнет по-своему, у них есть собственный уникальный и неповторимый аромат. Книги, только что покинувшие типографию, пахнут специальной краской, а в древних изданиях можно почувствовать аромат сухой древесины. Библиотека – это место, где проводят лекции, знакомят детей с литературными героями и готовятся к занятиям. Библиотечный фонд у нас богатый в Лукемском каньоне. Каждый год педагоги-библиотекари участвуют в таких республиканских масштабах конкурсах. Привлекаем детей наших, проводя различные конкурсы, как викторина. В различных акциях участвуют наши педагоги и дети. В электронном варианте тоже читают, но большинство дети ходят в школьные библиотеки. В конкурсе «Библиотека года-2022» приняли участие свыше 30 школ из разных уголков Тувы. Мероприятие в этом году проводят в 3-й раз. Школа должна была предоставить все нормативно-правовые акты, работу свою, отчеты свои и вообще какие они проводят выставки, как они работают с детьми, какое у них оснащение в школе. Вот, все эти условия, критерии были учитаны. По итогам конкурса лучшей стала библиотека столичного 16-го лицея. Я очень рада, что наша библиотека выиграла 1-е место, и мне это неожиданно. В нашу библиотеку в день приходят 40-50 учащихся. Мы проводим библиотечные уроки, беседы и другие мероприятия. Хочу пожелать своим коллегам, школьным библиотекарям, чтобы у них читателей было много. Международный день школьных библиотек отмечают каждый 4-й понедельник октября. В этом году хранители знаний свой профессиональный праздник отметили 24 числа. Айраса Буямынгуша, Азамат Очур, телеканал Тува-24. Музыкально-драматический театр распахнет свои двери для зрителей столицы 1 ноября. Сезон откроют традиционной легендой Кара и Седип по пьесе Виктора Кокола «Хайран Пот». Жители и гости региона теперь могут насладиться просмотром любимых спектаклей в обновленном зрительном зале. На открытии сезона будут представлены восстановленные спектакли, признанные шедеврами национального театра, режиссером которых был Алексей Оржак. К примеру, официальная премьера легенды Эгиле Жемегил уже состоялась в Кызыл-Мажалыке. Официально открыли этот 87-й сезон в Барункемском каньоне. Вот недавно мы отработали целую неделю. С этой поездкой мы привезли очень много впечатлений и впечатлений зрителей, впечатлений наших артистов. Было очень здорово. Но основные спектакли, я считаю, это трилогия «Кто-то Субидей», «Культегин». И вот новая премьера будет, которую поставил режиссер Леонид Камол, «Моде». Также состоится премьера исторической драмы «Моде» в постановке заслуженного артиста Тувы Леонида Канола. История об основателе степной империи Хунну станет завершающей частью исторической трилогии о выдающихся полководцах, оставших след в истории древней Тувы. Для меня огромная честь, что я исполняю роль в таких культовых спектаклях. Также хочу сказать, что мы не обделили детскую аудиторию. Мы еще сыграем детский спектакль «Сыгырга» в постановке заслуженного артиста, главного режиссера театра Сайдаша Монгуш. В новом сезоне зрителей ждет не только премьеры спектаклей, но и обновленный зал. Косметический ремонт практически завершен. Наших зрителей ожидает обновленный зрительный зал. Завершились работы по смене напольного покрытия. Сейчас идет монтаж кресел новых. Проведен косметический ремонт помещений нашего театра. Сейчас идет к завершению реконструкция декоративных элементов крыши нашего здания. Также приятной новинкой для наших зрителей станет появление театральных биноклей. У актеров театра плотный график, постоянные гастроли не только по Туве, но и за ее пределами. Наш театр отправляется в Москву 21-22 ноября. Мы показываем там 2 спектакля. Один из них «Свадьба кочевников» в дворце ЗИЛ. 22 ноября мы участвуем в фестивале «Уроки режиссуры». После этого из Москвы мы сразу отправляемся в Элисту, это Республика Калмыкия. Там наш спектакль «Свадьба кочевников» открывает большой фестиваль «Манджиев Фест».
Билеты на все спектакли можно приобрести онлайн или в кассе театра. Работает также пушкинская карта. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Самдан Эльгит, телеканал ТУВА-24. Проявить заботу о природе, сдав бумагу на переработку. ТУВА присоединилась к всероссийской акции по сбору макулатуры «Бумажный баттл». Все это в рамках национального проекта «Экология». Подробности далее в материале. Бум-баттл – это всероссийское соревнование по сбору макулатуры, которое проводится для формирования экологической культуры у подрастающего поколения. Участники соревнуются в количестве собранной бумаги. Не остались в стороне и студенты Тувинского строительного техникума. Волонтеры образовательного учреждения призывают жителей активно принять участие в акции. Мы принесли картонные, бумажные тетради, книги, газеты, журналы и все остальное. У всех людей дома есть ненужные книги, журналы, и мы призываем вас принести и сдать тоже. Тем самым мы защищаем природу. Площадь лесных массивов периодически сокращается. А это значит, что дефицит деревьев в будущем может стать глобальной проблемой. По разным источникам от 60 до 100 килограммов макулатуры спасают одно дерево. Учреждение среднего профессионального образования все активно участвуем согласно графику. И сегодня уже всю макулатуру всероссийской акции «Бум-баттл» уже сегодня мы будем сдавать. От сил из наших районных техникумов и городских все, что вот у нас мы уже собрали, и планируется второй поток. Здесь более тонн уже мы собрали. Пункт приема макулатуры находится по улице Энергетиков 1Б. Всероссийская акция «Бумажный баттл» продлится до 15 ноября. Айраса Буямагуш, Азамат Очур, телеканал ТУВА-24. Этим летом жители отдаленного Мингунтагинского района Тувы подарили 2 яков тоджинцам. Как живут сарлаки на Тодже, узнала наша съемочная группа. В селе Кызылхая Мингутагинского района в начале июля отметили праздник яководов. Гости Таюжного Тоджинского района привезли местным жителям в качестве подарка северных оленей. А в знак уважения мингутагинцы подарили оленеводам яки-сарлаки. Можно сказать, для жителей нашего района это такой неожиданный подарок, радостное событие. На самом деле яки – самые безобидные животные. А вот семья Комбулары очень хорошо следят за яками, и у них уже особое отношение к животным. В Туве разведением яков занимаются только в Мингутагинском, Пайдагинском, Парунхимчикском, Авюрском районах, а теперь и в Тоджинском. Семья Сергея и Надежда Камбо – опытные оленеводы, а вот заниматься разведением яков раньше им не приходилось. Яков разводили в местах с суровым климатом. Мы можем сказать, что сарлыки очень умные и осторожные. Также нам еще планируют привезти яков из Байтагинского района. Посмотрим, мы думаем, что у нас все получится. Сарлыки свободолюбивые, они живут долго, до 30 лет. Никаких специальных загонов для них не строят, ведь они неприхотливые животные. Алдана Исая, Мерген Ондар, Буян Монгуш, Азамат Очур, ТУВА-24. 23 сентября текущего года на автодороге в село Самогалтай Тескемского района водитель автомобиля ВАЗ 12 модели совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, учащегося 10 класса, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП подросток был доставлен в медицинское учреждение. Позже 37-летний водитель был задержан с явными признаками опьянения. В ходе проверки от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В этой связи следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва ходатайствуют перед прокурором о передаче уголовного дела из органов полиции в территориальный отдел Следственного управления для проведения объективного и всестороннего расследования. Это были новости на телеканале ТУВА-24. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.